Махмуд Али Калиматов, посетив пункт сбора гуманитарной помощи в Магасе, в первую очередь отметил: мы сами не раз вынуждены были преодолевать боль утрат и лишений, и поэтому ингуши так массово откликнулись на зов о помощи Палестине сразу, как могли. Одни средства перечисляли, другие сами приносили одежду, лекарства и продукты питания для жителей Газы. Глава субъекта поблагодарил также руководителей фондов Тешем и КДЛ, волонтеров и работников за их вклад. На протяжении 10 дней с 9 утра и до 8 вечера принимали помощь от жителей, упаковывали, складывали, мониторили, чего в большей степени не хватает, и закупались. Проделана невероятно огромная работа. Ната Матиева, руководитель фонда «Клуб добрых людей», Хамзат Асканов, благотворительный фонд «Тешем», руководитель. Они на самом деле все эти 10, уже 14 дней работают здесь вместе с волонтерами. И огромную работу они выполнили на самом деле, и как консолидировали общество наше. Каждый, кто участвует, и я очень благодарен именно тебе, Ахмад. Я благодарен парламенту. Любой ОЗ, да, кляться саби. Баркалхал. В гуманитарной акции принимали активное участие жители региона, представители общественных организаций, депутаты Народного собрания региона, представители органов власти, благотворительные фонды. Информационную поддержку проводимой акции оказывали и средства массовой информации республики. За 10 дней собрано около 200 тонн гуманитарной помощи и перечислено около 80 миллионов рублей. Присутствующие выражают благодарность президенту страны и лично главе Ингушетии за возможность собрать и доставить груз для Палестины. На самом деле за последнее время такой симпатии, такого отношения к президенту страны, уважение к вам, благодарность вам за ваше усердие, на самом деле оно о многом говорит. И еще раз и от всего народа, и от благотворительных фондов спасибо Владимиру Владимировичу Путину, вам, народ, свою обязанность и то, что свойственно нашему народу, выполнил. Махмуд Али Калиматов отметил: варварство, учиненное в отношении палестинцев с легкой руки Запада, Россия уже осудила и выступила за мирное решение ситуации. Владимир Путин обозначил четкую позицию по этому вопросу, выступив за создание суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Лидер государства также осудил и недавний авиаудар сионистского режима по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибло множество человек. Бомбардировкам подверглись и христианские храмы. Наш президент Владимир Владимирович Путин, когда он сказал, и прям сказал, надо помочь, все откликнулись. Вся Россия откликнулась. Но мне важно, и нам здесь живущим, что мы настолько боль эту приняли, потому что невозможно. Я не хочу, вы все видели, знаете, я не хочу еще раз просто переживать, потому что эта нечеловечность, она ведет всегда к погибели. Кстати, там не будет победителей, никогда в жизни не будет. И почему у нас президент говорит: остановитесь, подождите, сядьте за стол переговоров и тому подобное. Но мы сегодня должны думать о жителях. Ерыш Датигович, Палнал Батигович, Буахнал Батигович, Бусулнах Мбич. И я вам скажу, там не только, там ведь христианские церкви сравнялись с землей-то, понимаете? И жители там есть, понимаете? Такая ситуация сложилась. А наше дело, все это делает Америка. Я вам говорю, зная это. Потому что на Украине это Америка, англичане. Важно консолидироваться вокруг страны и лидера государства и воспротивиться злу в любых его проявлениях, отметил Махмуд Али Калиматов. Если Запад сегодня навязывает ложные и изощренные понятия о мире, традиционных и семейных ценностях, веками прямо вмешиваясь во внутреннюю политику тех же африканских стран и стран Аравийского полуострова, только и занимались дестабилизацией обстановки. Россия же в этом плане кардинально отличалась от так называемых демократов. Сегодня, если президент у нас Путин сказал, давайте поможем, я настолько обрадовался. И то, что я сейчас вижу, около 200 тонн, если мы все соберем, если мы самолеты, должны нам там большегрузные самолеты, надо обсудить это. Если нужно, будем звонить и доходить до самого верха.
Я думаю, если и на Министерство обороны выйдем, если нужно, чтобы нам выделили. В любом случае мы должны доставить. И самое главное, мы вчера обговорили, чтобы у нас хоть 2-3 человека сопровождающие были. Сразу видно, Россия и мы вместе. С первых же дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке постоянный представитель России в ООН настаивал на полном прекращении огня. И речь не только о гуманитарных паузах, а в принципе остановить кровопролитие. В частности, неизбирательные ковровые бомбардировки, от которых пострадали и погибли тысячи невинных. Для нас самое главное, для людей и президента, это что нельзя убивать людей. Нельзя убивать детей. Вообще нельзя убивать никого. И при этом он сразу высказал свое мнение, и наше Министерство иностранных дел позицию сразу высказали. И вот эта позиция, она абсолютно по всему миру известна. Никогда наш президент не оставлял несправедливость незамеченным. Почему я сказал вот по Украине? Он сказал, это те же, которые развязали и на Украине. Это те же самые. У них это забава такая, понимаете? Она такая нацистская забава, в моем понимании. Потому что как это ненависть к людям? Как это можно вообще? Нет такого злодеяния в истории, которое осталось бы безнаказанным, и это не останется, отметил Махмуд Али Калиматов. Сегодня мы должны помочь им и сделать все, что в наших силах. Как можно детям делать без наркоза операции? Они лишили их не только всего, света, лекарств нету. Приходилось делать операции без наркозов. Все равно все равно так не оставит это все. Но сегодня позиция президента России и позиция каждого субъекта, и именно нашей республики, Дик Молдор, Дар Хагулия, Цангоди. Поэтому будем придерживаться линии президента. Глава Ингушетии также осмотрел поддоны и секторы, где складируется гумпомощь. Гуманитарный груз вместился в 3 ангара. Медикаменты, инвалидные коляски, костыли, средства гигиены, бензиновые генераторы. Все упаковано, подписано на 3 языках: арабском, русском и английском. Отдельно еда, конечно, не скоропортящаяся. Это сладкое, чай, крупы и многое другое. Это вот отдельно вот такие палеты, где мука, сахар, вот это все. Салфетки. Вот бумажные полотенца. Да. Вот у нас генераторы, их тоже очень много генераторов. Махмуд Али Калиматов, обращаясь к начальнику Главного управления МЧС России по республике Ингушетия Вячеславу Борисову, поручил держать его в курсе об этапах транспортировки груза в Палестину. Любую минуту мне звонить, независимо от времени. Я сам, если нужно, выйдем в самый верх, потому что это серьезно. Я очень благодарен вот именно нашим жителям, понимаете, которые республики, они собрали. Масштабы проведенной акции сбора гуманитарной помощи для жителей Газы просто поражают. Принимали участие взрослые, дети и старики. Юные добродетели разбивали копилки, другие жертвовали средства, копившие годами на умру и хадж. Представители аптечных магазинов приносили лекарства. Некоторые покупали дорогостоящие теплоприборы. Ответила на зов о помощи вся республика. Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Газы были открыты по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. И, как уже не раз отмечал руководитель субъекта, Россия в числе стран, оказывающих гуманитарную и дипломатическую поддержку Палестине. Это позиция лидера государства. В свое время страна ответила на зов о помощи пострадавших из-за землетрясения в Турции и Сирии. Как тогда, так и сейчас в оперативном порядке были созданы маршруты отправки гуманитарных грузов. Каждый поддон с грузом взвешен и уже готов к отправке в пункт назначения. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.